Дневник полковника Руновского. Он 3 года находился при бывшем имаме Шамиле в Калуге в качестве пристава. Пользуясь его записями, давайте в себе представим один день из жизни имама Шамиля в Калуге. Итак, 30 августа, 11 сентября 1860 год. Калуга. Трехэтажный особняк купца Билибина. Полковник Руновский пишет. После хорошего обеда, когда младшие члены многочисленной семьи имама покинули столовую, вернувшийся недавно из Темирхан-Шуры, старший из сыновей Шамиля, Гази Мухаммад, начал рассказывать последние новости с Кавказа. В конце разговора Гази Мухаммад упомянул небольшой эпизод, связанный с неукротимым чеченским наибом Байсангуром из Биноя, который даже после сдачи в плен имама Шамиля не прекратил сопротивления и не сложил оружие, продолжив борьбу вместе с другими своими братьями по оружию, теперь уже бывшими чеченскими наибами Шамиля Умой Дуевым и Атаби Атаевым. Флигель-адъютант полковник Чертков отправил от имени русского командования к Байсангуру переговорщиков с предложением сдаться, рассказывал Гази Мухаммад. Байсангур встретил переговорщиков в лесу недалеко от старого кладбища. В ответ на заманчивое предложение сохранить жизнь, одноглазый, однорукий, одноногий, старый воин показал на ближайшие могилы на кладбище и, усмехнувшись, сказал: «Вы вот с ними поговорите о вашем деле, они вас лучше услышат, чем я». Шамиль, который внимательно слушал рассказ сына, задумчиво сказал: «Да, это такой человек, я его хорошо знаю. Он ни за что не изменит своему слову». Он решительно добавил: «Но, впрочем, он больше ничего и не желает, как только умереть, сражаясь против неверных».